Здравствуйте, мои маленькие друзья. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Лола. А где Азиз? А Азиз сейчас подойдет. Он просто передачу про животных досматривает. О! Я уже пришел, досмотрел. Привет, Азиз. Здравствуй, Лола. Здравствуйте, тетя Мунира. Здравствуй, Азиз. Здравствуй. Здравствуйте, ребята. И что интересного ты посмотрел? Да-да, ну-ка скажи. В зоопарках мира пополнение. 1 тигренок, 2 медвежонка и 1 кроха-панда. Как здорово! Ой, Панда. какая прелесть. Да. А в Таиланде любимицей посетителей стала 3-месячная малышка Плакса. Здорово! Что? В зоопарке показывают ребенка, которые плачут? Но Нет, это нет. уже слишком. Надо срочно прекращать. Прекращать это безобразие. Успокойся. Что это такое? Успокойся, моя хорошая. Это Плакса, это обезьянка. Да, это порода обезьян. Их часто берут артистами в цирк. Они очень послушные и сообразительные. Ой, а я так испугалась. Испугалась. Так испугалась. Да, Лолка, вспомни, мы такую видели в цирке. Ой, Видели? Да, видели. точно. Да. Она так ловко прыгала в коротенькой юбочке на канате. Туда-сюда прыгала, бегала, даже кувыркалась. Ну вот видите, какие они сообразительные, эти обезьянки. И Да. очень очаровательные, правда? Да, правильно. Азиз, Да. а в той передаче рассказывали только о диких животных? Конечно. А ты хотела что-то узнать о домашних животных? Ну да. Это же совсем не интересно. Что можно о них рассказывать? Не понимаю. Как же, Азиз? О домашних животных много рассказывать очень и очень много. И очень узнать интересного Ой, много. Да. да? А вот скажите, какая разница между домашними и дикими животными? Ой, дикие животные – это животные, которые живут на воле, Верно? занимаются охотой, сами себе добывают пищу. Да. Верно? А домашние животные – это те, которые живут с человеком и которых он содержит. А животные взамен дают человеку шерсть, молоко, мясо. Ой. Молодцы, ребята, верно. Ну и домашние животные когда-то тоже были дикими. Да? Знаете, да? Да. Пока их не приручил человек. Ой, интересно. Скажите, ребята, а какие примеры животных диких вы можете привести? Ой, их много! Например, тигры, львы, носороги, жирафы, олени, лоси, зайчи. Молодец! Волки, белки, их много-много-много! Много-много. Молодцы! А каких домашних животных вы можете привести? Ой, это кошки и собаки, коровы и овечки. И все, их так мало? Как это? Как это мало? Да, вот так. Ребята, Ага. а вот сейчас мы с вами посмотрим энциклопедию домашних животных ну-ка. Григорьева. Ну-ка, Вот, покажите. посмотрите, видите? Ой. Видишь, Азиз? Ой. Видишь? Ага. Видите, ребята? Энциклопедия домашних животных. Лола, Азиз, Да. а вы знаете, что такое энциклопедия? Ой, Энциклопедия. я только вижу, что какая-то книжка. Ага. Ребятки, я вам напоминаю, если вам неизвестно значение слова, то мы должны обратиться за помощью к кому? Мы должны посмотреть толковый словарь. Да, Помните? толковый словарь. Да. В предыдущих передачах мы об этом с вами говорили. Да. Он всегда будет у вас рядышком и будет надежным помощником. Да. Ну что, читаем? Что такое Читаем. энциклопедия? Да, хорошо. Энциклопедия – это издание, объединяющее научные сведения на различные темы и адресованное широкой аудитории. В энциклопедии систематизированы знания по той или иной теме, изложены очень кратко. То есть в энциклопедии мы с вами не найдем сказок и рассказов, здесь только научные факты.
Существуют тематические энциклопедии, то есть в них рассказывается только об одной отрасли. Например, космос, география, подводный мир, растения, дикая природа или домашние животные, как вот эта книга. Посмотрите, ребята, какой красочной сделали для нас эту энциклопедию. Открываем? Да, открываем. Так, смотрите, какая она интересная, правда? Интересно. Очень интересная. Вот какой здесь длинный список домашних животных и птиц. Целых 16. Ой. И самое первое домашнее животное, представленное в нашем научном издании, это Собака! Собака. Лола, Азиз. Да? Прежде чем мы начнем читать о собаках, расскажите, что вы о них знаете. Ну, они сторожат дом и лают громко-громко, когда чуют чужих. Да. Верно. Они еще бывают бездомные. Ага. Да. Помните, про них говорили, когда читали сказки бременские музыканты? Ну, конечно, помним. Тогда мы говорили о чувствах, об эмоциях, Да. о взаимоотношениях, Да. что нужно быть добрыми к животным. Да, Правда, да, ребята? правда. Ну что, а сейчас мы познакомимся с научными фактами и прочтем о собаках все в нашей энциклопедии. Согласны? Да. Ну что, ребята, прочтем? Да, прочтем. Слушаем внимательно. Да. Собака – первое животное, которое стало спутником и верным помощником человека. С древности собака помогала человеку охотиться, пасти стада, охранять жилище и даже перевозить тяжелые грузы. У собаки хорошее зрение, слух и острый нюх. Чуткий нос собаки улавливает малейшие запахи. Отпечаток носа его кожных линий всегда неповторим, как отпечаток пальцев человека. Звуки, которые издают собаки, разнообразны. Это лай, скулёж, рычание, вой. Собаки не умеют ни лазать, ни прыгать высоко, как кошки, но зато они отличные бегуны и пловцы. Пища собак очень разнообразна. Они едят не только сырое мясо, но и овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Собаки – удивительно умное животное. Легко поддаются дрессировке. Существует огромное количество пород собак, причем не только декоративных. Собаки бывают охотничьи, сторожевые, пастушьи, служебные и другие. Детеныша собаки называют щенком. Дом для собаки также важен, как и для человека. Поэтому, если у вас появился щенок, ему сразу же нужно определить место будущего домика. И неважно, будет ли он во дворе возле дома или в квартире. Ой, как интересно. Азиз, Да? ты понял? У человека отпечаток пальца, а у собаки отпечаток носа. Да? Да, мне очень интересно узнать, какие породы собак существуют и вообще сколько их? А? Да. Сейчас я вам расскажу. Все написано в нашей замечательной энциклопедии. Ну-ка. Вот слушайте, ребята. В настоящее время в мире насчитывается около 400 пород собак. Да. Среди них есть породы, которые распространены по всему земному шару и насчитывают огромное количество особей, как, например, немецкая овчарка. Ой. Вот, здорово? Здорово. Смотрите, тетя Мунира, Да. здесь есть вопросы. Где? Так, вот, вопросы, да? А скажите, это для нас? Да, для нас. Да, Лола, эти вопросы для нас. Давайте попробуем ответить на них. А, ребята, согласны? Да. Давайте. Как звали первых собак, которые побывали в космосе? Да это легко, это же белка. И стрелка. Ну, молодцы, ребята. Каждый знает. Я думаю, что вы, ребята, тоже знаете, правда? Правда. Правда. Тетя Мунира, Да. а это правда, что собаки не едят шоколад? А? Как же можно его не есть? Это же такая вкуснятина! Да, мои хорошие, это правда.
И сейчас я вам зачитаю то, что написано об этом в энциклопедии. Хорошо. давайте. Зачитайте. Слушаем внимательно. Слушаем. Правда в том, что шоколад входит в список запретных продуктов для собак. Он может стать причиной отравления, а в некоторых случаях и смертельного исхода. Поэтому не ведитесь на просящие жалобные глаза. Для баловства есть другие полезные лакомства. Шоколад нельзя по нескольким причинам. Первое, его делают из какао-бобов, в которых содержится теобрамина, который для животных является ядом. Второе, в шоколаде есть сахар, из-за которого у собак может быть сахарный диабет. Третье, в нем есть разные добавки, растители, ароматизаторы, которые вредны всем, не только собакам. И вам, Ой, мои дорогие малыши. ой. Да, шоколад тоже вреден. Ой, а я его так люблю. Ну, Да. можно немножко хоть. В маленьких количествах, конечно, можно. Ой. Да. А вот, мои дорогие, третий вопрос. Попробуйте ответить вместе с родителями. Как называется наука о собаках? Договорились? Хорошо. Договорились вместе с родителями. Хорошо. А теперь я предлагаю вам почитать о другом домашнем животном. О ком вы хотите еще узнать, а, ребята? Ой, тетя Мунира, а в этой книге есть статья об ослике? В сказке бременские музыканты собака и ослик были друзьями. Да, какая ты молодец, Лолочка, как ты хорошо помнишь эту сказку. Да. Да, конечно, есть об ослике. Но я прежде хочу спросить, а что вы знаете об этом животном? Ну, об ослике. Ой, мой дед говорит, что ослы очень сильные, Верно. трудолюбивые, упрямые. Да. Ха, может, они просто очень чувствительные и упрямятся только тогда, когда с ними обращаются неласково. Вот. Ну ты фантазерка! Почему же? это фантазерка? Ну почему же? Я думаю, что Лола права. Ну Да. ладно. А где еще мы встречались с осликом? В каких сказках, рассказах? Ой, ослик есть в моем любимом мультфильме про Винни-Пуха. Ой. Вы знаете, он там очень-очень грустный, всегда-всегда, особенно в свой день рождения. Да, но ты помнишь, когда он повеселел, Лола? Да, Когда он помню. получил в подарок свой хвостик. Помните, ребята, да? Да, верно, ребята. Здорово. Это доброе и красивое животное. Да, очень доброе и очень И красивое. очень трудолюбивое. Да. Ну что, почитаем об ослике? Почитаем, почитаем, Ну что? почитаем. Читаем. Читаем. Осел. Ослы были приручены человеком гораздо раньше, чем лошади. Предком домашнего осла считается дикий африканский осел. Осел – самый близкий родственник лошади, но гораздо меньше. У него крупная голова, длинные чуткие уши и короткая грива. Хвост тонкий, с кистью жестких волос на конце. Ноги тонкие, с крепкими копытами. На шее у осла небольшая гривка. Окраска шкуры серая, коричневая, черная, даже белая. У самки ослицы рождается всего один малыш – осленок. Ослица заботливая и самоотверженная мать, защищает малыша от опасности, кормит его молоком. Осленок бегает рядом с мамой и, как все малыши, любит поиграть. Взрослеет он в 3 года. Осел – выносливое, терпеливое и сильное животное. Хорошо переносит жару, не требователен к корму. Иногда ему достаточно пучка травы или колючки. Осел способен работать целый день непрерывно. На нем возят тяжелые грузы, ездят верхом. Считается, что ослы очень упрямы. На самом деле они не упрямые, а просто хорошо заботятся о себе. Они откажутся выполнить команды, если почувствуют сильную усталость или опасность. Так вот
оказывается, почему на самом деле ослы отказываются делать что-то. Устал. Все. Устал, отдыхаю. Ой. Как? Тетя Мунира. Да. Нельзя нам было про это при Азизе говорить. Теперь чуть что, он всегда будет только отдыхать. Ой, устал. Ой-ой-ой. Ну нет, ну ты не обижайся. Я думаю, что Лола пошутила. Правда, Лола? Ты же пошутила? Ага. Не обижайся, Азиз. Это была шутка. Ну, хорошо. Ну, я очень люблю отдыхать, но я не буду этим злоупотреблять. Молодец. Тетя Мунира, Да. а какой вопрос вы зададите нам? Надо? Надо? Да. Ребята, а для чего ослику нужны такие длинные уши? Ой! Вот ты спросил на свою голову. Азиз, а я, между прочим, тоже не знаю ответа. Тоже? Ничего, Лола, мы у деда спросим. Наверняка он нам что-то подскажет. Обязательно подскажет. А если нет, тогда что? Тогда у нас есть прекрасный источник информации. Это интернет. Ах. Ой, хотя надо читать книжки, да? Да. Верно. Лола, тетя Мунира, правда, сегодня у нас в гостях такая интересная книжка? Ну, правда. очень интересная. Мне она так понравилась. Да, а давайте посмотрим, есть ли информация о кошках. Кошка же тоже была другом собаки и осла в сказке «Бременские музыканты». Ой, да, и правда, мне тоже очень интересно. Знаете, я много-много раз встречала этот персонаж в мультфильмах, в сказках, но научных фактов о кошках я почти и не знаю. Да, я тоже не знаю, давайте прочтем. Знаете, что меня радует, мои хорошие? Что? Что вы так хорошо помните сказку «Бременские музыканты». Молодцы. И я думаю, что вы, ребята, тоже помните бременских музыкантов, наших героев, правда? Правда? А научные факты о кошках мы сейчас обязательно прочтем в нашей энциклопедии. Ура! Кошка. Кошка – одна из древнейших домашних животных. У всех домашних кошек общий предок – дикая кошка. Кошка – удивительное животное. Она плавно, красиво ходит и прыгает. Секрет кошачьей легкой походки в ее гибкости и мягких подушечках на нижней стороне каждой лапки. Но подушечки скрывают под собой острые когти. Их кошка выпускает только по необходимости, когда надо драться или карабкаться куда-то. Кошки не боятся высоты. Сохранять равновесие животному помогает хвост, который кошка использует в качестве руля. У кошки отличный слух и острое зрение. Она способна быстро передвигаться в темноте. В этом ей помогают выбрисы, усы, которые расположены не только на мордочке, но и между подушечками на лапах. Кончиками усов животное получает информацию о преградах на своем пути. Котята, детеныши кошки и кота рождаются слепыми, беспомощными. Мама кормит их молоком, ухаживает за ними, защищает от опасности. Домашние кошки, как и их дикие предки, хищники. Поэтому больше всего они любят мясо. Также кошки любят полакомиться рыбой, сметаной, молоком и творогом. Кормят кошек и специальными сухими кормами. В наши дни выведено много различных пород. Есть кошки почти без шерсти, а есть с опущенными ушками и даже без хвоста. Ой, никогда не видел кошку без хвоста. И все равно, сколько бы их не было, я только одно знаю, что все кошки любят одну вещь. Какую? Дай-ка я угадаю. Ну-ка. Это молоко? Ой, наверное, молоко. Но нет,
Они любят валерьянку. Ой, Валерьянка – это лекарство, которое делают из травы валерианы, да. ой, Кстати, ребята, а вы знаете, что кошка участвовала в изобретении йода? ой, правда? Нет. Да, она случайно опрокинула колбы с разными жидкостями и разлив их. Все это перемешалось, Ага. и образовалось такое замечательное медицинское средство, как йод. Ой! Вот. И сейчас до сих пор все люди пользуются этим. И Ой. все благодаря кошке. Молодец, Да, кошка! молодец, кошка. Хорошо, что она тогда все... Опрокинула все Да. колбы. Да, очень интересно. Тетя Мунира, Да. может, мы в следующий раз еще статью прочтем из этой интересной книжки? Хорошо. А о ком бы вы хотели почитать в следующий раз? Ну, знаете, мне бы хотелось, услышать о попугайчиках. Они такие красивые, яркие, умные. А знаете, некоторые даже разговаривать умеют. Верно, верно. Да. А ты, Азиз, предлагаешь, про кого мы будем читать? Ой, можно почитать о пчелах? О пчелах? Да, меня недавно ужалила пчела. Ой, После мультика про пчелу Маю мне захотелось подружиться с пчелкой. Вот я потянулся к цветку, на котором сидела одна такая злая. Азиз, Укусила меня. а тебе не больно было? Ой, не больно. Она не злая, она добрая. Да, она добрая. просто в это время работала, собирала пыльцу. Да, Но вы знаете, мои дорогие, иногда полезно, чтобы пчелки кусали. Ой, Да. Правильно? Да, есть лечение специальное пчелами. Ну что ж, пчелки так пчелки, попугайчики так попугайчики. Обязательно в следующий раз мы почитаем и о них. Договорились, ребята? договорились! Ну что, а на сегодня все? Пора прощаться? Да, Ну, прощайтесь, мои дорогие. до свидания, ребята! До свидания! До свидания, мои маленькие друзья. Берегите себя. Всего доброго.